страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах водили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. А за ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя: «Най, центион важно, расстреляй!» Нет, она просила: «Пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирай». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенец отпадет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, глядывая в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто от ней, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких сынов перекрестила. Знать лицу не могу. Но тут стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, но я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что ты выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Бить ты!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул кричалкой: «Расстреляй!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. Они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безумолвно сердцем каменеет: «Уж не жить, сыночком, не свести. Дура матка, поучает немец, а того могла бы хоть спасти». Она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь.